На днях в Государственный комитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору поступила жалоба от потребителя о том, что он купил газовый баллон с недоливом пропана. 19 января сотрудники госстандарта выехали на проверку. Госстандарта у нас проверка по наполненности газовых баллонов. Будем сейчас у вас несколько баллонов возьмем, поставим на весы, проверим. Сотрудники госстандарта в хаотичном порядке изъяли 10 баллонов и проверили их на специальных весах. Проверка не выявила нарушений. По словам водителя, он работает по понедельникам и четвергам. Баллон газа у него стоит 900 рублей. Нужно отметить, что пустой баллон весит от 11 до 17 килограммов в зависимости от производителя. Что касается нормы заполняемости баллона, то она составляет 11 килограммов газа. 14,7. Да, должно быть. Так, пустая 14,7 пиши. 11 килограмм. 11 килограмм должно быть, да. 11 должно быть. 11 килограмм. 14,7. 25,7 должно быть. Ну, так она и есть. 25, 75. Сколько? Запиши. 75. 25, 25, 80. Ну, Недоливом не обнаружено. Единственное, что какие наши замечания, это устаревшие баллоны, которые не прошли переаттестацию. Срок службы баллона вообще 5 лет. После 5 лет баллон должен проходить переаттестацию. Он закачивается водой под давлением и смотрят, есть где-то пропуски, трещины, какие-то дефекты баллона или нет. Такую аттестацию у нас, к сожалению, не проводят. В дальнейшем мы этого отразим в акте, то есть будем указывать, за это мы будем их штрафовать и требовать, чтобы эти баллоны либо утилизировали, либо провели аттестацию или закупят новые баллоны. По технике безопасности еще одно нарушение – это редуктороклапанная часть самих баллонов должна смотреть внутрь автомобиля, то есть не на проезжую часть. Это делается для того, чтобы в случае ДТП ничего не могло повредить сам редуктор, чтобы газ не высвобождался. Продолжая инспекцию, сотрудники госстандарта выехали на Абазинскую улицу, где реализуются заполненные газовые баллоны. По словам водителя, один баллон с доставкой на дом стоит 1000 рублей. Инспекторы, выбрав 10 баллонов, проверили их на соответствие норме заполняемости. Почти все проверенные баллоны оказались с недоливом газа. Баллон 2014 года, вес 12,6. ну да. 21. То есть результат такой, что из 10 баллонов все 10 с недоливом, 8 из них по литру недолив и 2 баллона по 4 литра недолив. Значит, дальше мы будем составлять акты, опять же писать штрафы, выписывать каждый по своей части. То есть, если это потребнадзор взять, они будут писать акты о обмане потребителя. Департамент метрологии будет писать о недоливах и о том, что испытания не прошли баллоны. И по технике безопасности технадзор тоже будет свои акты писать. То есть и все вместе, все по отдельности будут штрафовать, выписывать предписания и следить за тем, чтобы они уже исправили ситуацию. По всем выявленным нарушениям будут составлены акты и даны предписания, на исполнение которых нарушителям будет дано от 15 до 30 дней. После чего сотрудники госстандарта проведут дополнительную проверку. В случае повторного неисполнения предписаний дела будут переданы в суд. Госстандарт напоминает, что по всем вопросам нарушения прав потребителей можно обращаться по номерам телефонов 222 54 58, 777 54 58. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.